Золотой тенге. Памятные и юбилейные монеты и банкноты Республики Казахстан. Золотой тенге. Это не литературный прием в рассказе о национальной валюте. Он действительно существует. Увидеть такие монеты можно в особом классе монет, который выпускается для коллекционеров и знакомит владельцев этих монет с историей и культурой нашей страны. Сегодняшняя видеоэкскурсия будет посвящена этим интересным выпускам. Первые выпуски юбилейных монет Казахстана относятся к 1997 году и посвящены 150-летию Абая Кунанбаева, основоположника казахской литературы, философа и поэта. Он был и остается гением своего времени, выдающейся личностью в общественной и литературной жизни Казахстана. Серия монет состоит из 5 монет серебряных весом 24 грамма каждая, и изготовлены они были на австрийском монетном дворе. На лицевой стороне монет изображен портрет поэта, годы его жизни и сцены из жизни казахского народа того времени. На обратной стороне беркутчи, кочевье, любовь, мать, медресе. Так называются темы, представленные на этих монетах. В этом же году выходит первая юбилейная монета в Нейзильбере в сплаве меди, никеля и цинка. Она посвящена 50-летию Организации Объединенных Наций. Эта монета активно участвовала в денежном обращении, поскольку тираж этой юбилейной монеты был огромным – 5 миллионов экземпляров. Эта монета открывает серию «События», а таких серий на сегодняшний день 12. В серии «Люди» первой была монета 1996 года к 150-летию Жамбыла Жабаева, казахского советского поэта Акына, лауреата Сталинской премии 1941 года, долгожителя, автора многих стихов, среди которых навсегда останутся ленинградцы, дети мои. Очень большой интерес к монетам Казахстана появляется после выпуска в 2006 году монеты Бесеке-Салу «Укладывание в колыбель» из серии «Обряды. Национальные игры Казахстана». И ежегодно теперь появляются монеты с новым сюжетом, рассказывающим о обрядах и национальных играх. В этом же году стартует серия «Космос», как в Нейзильбере, так и в серебре и тантале, редкоземельном металле, который применяется в авиакосмической технике и в производстве монет впервые использован казахстанским монетным двором, который расположен в Усть-Каменогорске. С большим интересом коллекционеры-нумизматы ждут каждого космического выпуска. В этом году он посвящен 60-летию полета первопроходцев космоса собачек Белки и Стрелки. Города Казахстана, областные города, представлены на монетах с 2011 по 2016 годы и по внешним данным аналогичны циркуляционным, находящимся в обращении 50-тенговым монетам образца 1997 года и представляют гербы областных городов республики. Серия монет «Портреты на банкнотах» напоминает нам о истории денежного обращения и показывает первые банкноты 1993 года. Серия выпускалась с 2014 по 2017 годы. Монета 2017 года с портретом Абылай-хана выпускалась только в блистере специальной упаковки и имеет очень небольшой тираж – 10 тысяч экземпляров. «Сказки народа Казахстана» – так называется следующая серия монет с сюжетами, с наиболее популярными сюжетами известных сказок казахского, русского, татарского, узбекского, корейского и немецкого народов. Монеты чеканились и в серебре, вес монет 24 грамма и унция 31,1 грамма. Продолжает список коллекционных монет такие серии, как «Сокровища степи», «Красная книга Казахстана», «Флора и фауна Казахстана», «Культовые животные, тотемы кочевников», «Государственные награды».
Еще более обширным списком представлены коллекционные монеты, которые выпускались только в серебре. Это петроглифы Казахстана, прикладное искусство, архитектурные и исторические памятники, монеты старых чеканов, художники Казахстана и многие другие. Самой оригинальной монетой, наверное, является монета Тумар 2017 года, которая внешне и конструктивно схожа с оберегом, куда помещалась молитва на бумаге, и этот оберег сопровождал человека всю жизнь. Памятные юбилейные монеты Казахстана имеют более 40 международных наград за дизайн, качество и технологические новшества. Это очень высокая оценка, так как в жюри только профессионалы, начальники монетных дворов мира, а их более 60. Монеты из золота всегда были притягательны для людей. Национальный банк Казахстана выпустил серии золотых монет архитектурные исторические памятники, спорт, животный мир, знаменитые мечети мира, восточный календарь, портреты на монетах. Оригинальной серией в золотых монетах по праву можно назвать серию «Самые маленькие монеты мира». Это царь Мидас, царь Крес, Марко Поло, Грифон. Они имеют вес 1,24 грамма из чистейшего золота 3 девятки. Археологические находки мы видим на монетах весом всего лишь полграмма. Это 50-тенговые монеты 2009 года. Золотым гигантом можно назвать 2-килограммовую монету 2013 года, посвященную 20-летию национальной валюты. Таких монет выпущено только 60 экземпляров. Художники, технологи монетного двора продолжают работу по улучшению качества и ассортимента коммеморативных монет. В этом году уже выпущены наборы монет из серии «Сокровища степи», где 100-тенговые монеты биметаллические, аналогичные находящимся в обращении, будут рассказывать о истории и культуре Казахстана. Памятными и юбилейными могут быть не только монеты, но и бумажные денежные знаки – банкноты. Первая юбилейная банкнота Казахстана – банкнота 2001 года с надпечаткой на казахском и русском языках «10 лет независимости Республики Казахстан». На банкноте образца 1998 года в настоящее время банкнота изъята из обращения. К 15-летию введения тенге выпущена банкнота номиналом в 5000 тенге образца 2006 года, где применен защитный элемент Spark в виде летящего орла. С 2010 года находится в обращении банкнота в 1000 тенге, посвященная председательству Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году. В этой банкноте применены все новейшие технологии печати и защиты банкнот от подделок. С 17 января 2011 года в обращении банкнота в 2000 тенге в честь проведения 7-х азиатских игр. Вы видите изображение лыжника на фоне горы Тенгритау и символику игр. Тираж этой банкноты 20 миллионов экземпляров. В середине этого же года выходит банкнота в 1000 тенге, посвященная председательству Казахстана в организации «Исламская конференция». С 4 июля 2011 года в обращении банкнота в 10 тысяч тенге, посвященная 20-летию независимости Казахстана. Эта банкнота признана лучшей банкнотой мира 2011 года. В конце 2013 года выпускается в обращении банкнота номиналом в 1000 тенге, посвященная памятнику тюркской письменности Культегин. На лицевой стороне банкноты фрагмент памятника, на обратной наскальное изображение тюркских воинов. Эта банкнота также победительница. Она заслуженно обладает званием «Лучшая банкнота 2014 года». 20-летию введения национальной валюты посвящена банкнота номиналом в 20 тысяч тенге. Она обычного
От обычного вида ее отличает специальная надпечатка на светлом фоне обратной стороны. Банкнота является наиболее защищенной от подделок на современном этапе в обращении с декабря 2015 года. Национальный банк Казахстана с 1 декабря 2016 года вводит в обращение банкноту, посвященную 25-летию провозглашения Казахстана независимым государством. На банкноте изображен портрет первого президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева, навершие головного убора сакского вождя Золотого воина, современное архитектурное сооружение столицы. Вот уже четверть века памятные юбилейные монеты и банкноты Казахстана достойно с интересом представляют своим гражданам и всему миру достижения Казахстана в экономике и политике, рассказывают о природе Казахстана, его истории, обрядах и традициях народа Казахстана, показывают лучшие произведения искусства древнего и современного Казахстана.